Смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и смотрите в этом выпуске. Глава Якутии Айцен Николаев с рабочим визитом находится в Нерюнгринском районе республики. Новый цех по переработке молочной продукции открыли в Ленском районе. Якутянин одержал победу на профессиональном турнире по современному панкратиону в Благовещенске. На 18 апреля выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске 42 случая, в Алданском районе 11, в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах по 5 случаев, в Таттинском районе 4, в Усть-Алданском районе 3, в Ленском, Хангаласском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1807 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 034 529 тестов. По состоянию на 18 апреля в республику поступило всего 113 212 доз вакцин против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день получили первую вакцинацию 93 637 человек, в том числе за сутки 686. Вторую вакцинацию получили 54 467 человек, в том числе за сутки 18. Из числа вакцинированных 22 179 граждан старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую 12 413 человек. Сегодня в Хангаласском районе около 8 часов утра на 40-м километре трассы Умнас водитель, управляя автомобилем Toyota Voxy, не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автомашины находились 8 человек. В результате происшествия 5 пассажиров с переломами и ушибами были доставлены в больницу, в том числе один ребенок 2011 года рождения. У него диагностировано сотрясение головного мозга. Отмечается, что все были пристегнуты ремнями безопасности, кроме одной пассажирки, которая получила перелом плечевого сустава. Водитель имеет водительское удостоверение с 2014 года, освидетельствован на приборе алкотест, результат был отрицательный. Водитель работает таксистом на индивидуального предпринимателя. Все документы, разрешающие перевозку пассажиров, имеются. По данному факту ДТП проводится проверка. В связи с закрытием ледовой переправы с 19 апреля трансфер пассажиров из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет осуществляться суднами на воздушной подушке с посадкой в 202-м микрорайоне в зоне городского пляжа. Также напомню, по приказу Минтранса региона с 15 апреля запрещено движение автотранспортных средств по ледовым переправам Хатассы-Павловск, Кангаласы-Сотинцы, Усть-Мая-Эльдикан. Просьба воздержаться от поездок. Пресс-служба окружной администрации сообщает, что воду откачивают с заниженных мест по следующим адресам. От перекрестка проспекта Ленина и улицы Октябрьская до перекрестка в 203-м микрорайоне, от перекрестка улицы Чиряева и Хабарова до улицы Петровского. Откачка талых вод также идет по улицам Кулаковского, Дежнева, Губина, Орджоникидзе. От рынка Крестьянский до Петровского, а также по улицам Горького, Кирова, Октябрьская, Лермонтова, Богдана Чижика, Кальвица. От перекрестка улицы Октябрьская и Аюнского до Каландрашвили, до микрорайона Прометей по автодорожной, по улице 50 лет Советской Армии до Богдана Чижика, от Каландрашвили до Чайковского. На маршруте от улицы Дзержинского, от ресторана «Белые ночи» до улицы Кальвицы и от столичного рынка до Дзержинского откачку проводят 2 осенизаторские машины. Мэрия отмечает, что вчера на улицах города работало 17 осенизаторских машин. По состоянию на 16 апреля откачано 980 кубометров талых вод. В ночь с 17 на 18 апреля на улицах Якутска работало 20 машин. Грейдеры, поливомоечные машины, тракторы, самосвалы, сообщает Якутдорстрой. Второй день работы главы республики в Нерюнгринском районе начался с посещения Центральной районной больницы. Главврач Алексей Яворский рассказал, что сейчас готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту женской консультации и блока Б больничного комплекса. Далее состоялась встреча с заведующими отделениями и руководящим составом Нерюнгринской центральной больницы. В первую очередь медики интересовались кадровой политикой, состоянием аэропорта и дорог, ситуацией с распространением COVID-19, вакцинацией и перспективами района в целом. А в завершении заведующая детской поликлиники Наталья Бирюкова поблагодарила главу от лица персонала, родителей и маленьких пациентов за ремонт здания детской поликлиники. После этого состоялась встреча с предпринимателями района и обсуждение проблем малого и среднего бизнеса.
Задача стоит сейчас по промышленным районам в ближайшие годы довести обеспеченность медицинскими кадрами до 90%. Вот. В том числе, конечно же, я понимаю, что решение жилищных проблем для медиков, оно, наверное, будет являться одним из главных таких подходов в решении этой проблемы. И к другим темам. Благодаря сотрудничеству региональных властей с инновационным центром Сколково, жители Якутии, которые лишились конечностей, вот уже который год получают возможность получить на бесплатной основе протезы рук через фонд социального страхования. В рамках данного сотрудничества зампред правительства республики Ольга Балабкина встретилась с резидентами инновационного центра Сколково, которые занимаются изготовлением и выпуском этих протезов. Сегодня благодаря этой работе несколько десятков якутян уже получили нанопротезы и успешно пользуются этим продуктом. Ну, во-первых, активный протез кисти – это достаточно уникальный протез. Да? Мы являемся единственным производителем в мире такого протеза, именно в России, в технопарке Сколково. И он позволяет частично вернуть функционал руке. То есть при помощи подвижности лучезапястного сустава или локтевого сустава протез приводит в действие функцию схвата. И, собственно, можно взять какие-то предметы на бытовом уровне, чашечку чая выпить, какой-то предмет с места на место взять. Допустим, для детей предусмотрены там насадки, которые расширяют функционал руки. Это насадка под скакалку, под сотовый телефон, под квадрокоптер. И он так выглядит, такой яркий красочный девайс. То есть мы не делаем протез ради протеза, а делаем такой гаджет, который приспосабливает человека к сегодняшнему миру. Каждый год накануне Пасхи в России начинают расти цены на яйца. Этот год не станет исключением, заявили в Минпромторге и пообещали внимательно следить за ситуацией на рынке. Ранее сообщалось, что из-за птичьего гриппа производство курятины сократилось, подорожали и яйца, так как запасы не были сформированы. За неделю с 6 по 12 апреля яйца в России подорожали на 2,3%, а всего с начала года на 11,6%. При этом торговые сети еще сдерживают цены, из-за чего теряют по 25 миллионов рублей в день, пояснили в Минпромторге. Тем временем новый цех по переработке молочной продукции открыли в Ленском районе. Какие возможности и перспективы у нового объекта? Репортаж наших коллег из Ленска. Открытие нового цеха по переработке молочной продукции для всего Ленского района стало значимым событием. Его строительство началось в конце прошлого года. Буквально за несколько месяцев появился новый современный объект. Сегодня цех готов к работе. Большое помещение, новое оборудование. Опять же, рабочие места, больше рабочих мест для поселка. Ну, опять же, будем снабжать качественной продукцией город Ленск, Ленский район. На строительство молочного цеха с пивоварней было выделено 70 миллионов рублей. И все средства из районного бюджета. По словам заместителя министра сельского хозяйства Василия Афанасьева, Ленский район один из немногих оказывает такую серьезную поддержку в развитии сельского хозяйства. Здание очень хорошее, просторное. Хозяйственный блок отдельно стоит, перегородкой отделен. И все необходимые помещения для производства продукции здесь имеются. Оборудование, которое здесь стоит, это технологии современные, да, позволяют перерабатывать до 6 тонн продукции в смену, молока, и производить более 10 видов продукции. В цехе будет производиться более 17 видов молочной продукции и 3 вида сыров. Перспективы у нового цеха огромные. Это заметили и главы других улусов. Отрадно видеть, вот как открываются новые объекты, новые технологии. Конечно, за этим стоит вот будущее села, будущее районов, улусов республики. Выпуск новой линейки продукции планируется начать с начала мая. Пока же предприятие заканчивает с переездом и подключением оборудования. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Перейдем к спортивным событиям. Президиум Международной федерации масс-рестлинга учредил Всемирный день масс-рестлинга, который будет отмечаться в 4-ю субботу июня ежегодно. О намерении подписать учредительный документ заявил президент Международной федерации масс-рестлинга Александр Акимов. Отмечается, что дата выбрана как дань уважения якутскому народу, подарившему миру свой национальный вид спорта. Специально к этому событию будет создан логотип праздника и гимн федерации на 3 языках – якутском, русском и английском.
17 апреля на Гранд-Арена Острова в Благовещенске промоутерская компания MFP представила профессиональный турнир по современному панкратиону «Вызов Амура-19». В шестом поединке в клетку вышел представитель Якутии и клуба «Саха Рестлинг ММА» Роберт Окороков в весовой категории до 55 килограммов. Он встретился с хозяином турнира и одержал победу над чемпионом Дальнего Востока по смешанному боевому единоборству 21-летним Владимиром Меджидовым из Благовещенска. 33-летний боец из Амгинского улуса является мастером спорта России по вольной борьбе, призером всероссийских и международных турниров. Профессиональный рекорд в ММА у Окорокова – 1 бой, 1 победа. Сегодня во Дворце спорта 50 лет Победы проходят финальные игры первого республиканского турнира по волейболу, приуроченного к Году здоровья. В течение 3 дней за первое место боролись 12 женских и 12 мужских команд выпускников школ Якутской АССР 1980-91 годов. Спортивное мероприятие такого плана проводится впервые. Отмечается, что интерес к этому виду спорта в республике растет, стимулирует здоровый образ жизни и занятия физкультурой и спортом. Соревнования прошли на очень хорошем, высоком организационном уровне. Хотелось бы отметить, что инициаторами явились данных соревнований выпускники 1987 года. Хотим поблагодарить судейскую коллегию и всех представителей команд, которые выставили своих квалифицированных судей от каждой команды. Спорных моментов, вопросов не было. Ну и, конечно, хочу поздравить победителей, призеров. Ну а сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел вчера в японской Осаке. Первое место по итогам произвольной программы в соревнованиях одиночниц заняла 17-летняя Анна Щербакова. Второе место досталось японке Каори Сакамото, а бронзу взяла россиянка Елизавета Туктамышева. Таким образом, в общем зачете сборная России набрала 125 баллов, став лидером чемпионата, обогнав команды из США и Японии. Еще в конце марта серебряный призер Олимпиады 2002 года и тренер Илья Авербух отмечал, что в команду России вошли лучшие фигуристы страны, которые должны выиграть соревнования, так как российская сборная самая сильная сборная в мире. Ну, по сравнению со вчера, другое дело. Другое дело. В лучших традициях победного российского парного катания. Молодцы ребята, абсолютно чистое катание. На сегодня это все новости, но я с вами не прощаюсь. Мы встретимся на канале Якутия-24 в 9 часов вечера и подведем итоги уходящей недели в программе «Якутия. День за днем». До встречи в эфире.